Джадидизм, от арабского «джадид» – «новый». Обновленческое движение среди мусульман Российской империи, в основе которого была идеология исламского модернизма. Уже на рубеже 19-20 веков казанские интеллектуалы, прежде всего ученики интеллектуальные Шахаб-ад-Дина Марджани, начали заявлять, что мусульмане, живущие в так называемой внутренней России, что вот эти вот мусульмане на самом деле являются наследниками Золотой Орды, должны все вместе называться татарами. И так начало развиваться то явление, которое впоследствии было названо татарским национализмом. Причем, собственно, отмежевываясь от общетюркского единства, то есть заявляя, что османы и крымцы нам чужие люди, они, тем не менее, требовали единства и унификации культуры, языка народов, которые проживают в так называемой внутренней России. То есть, по их мнению, мишари, которые в тот момент считали себя отдельным народом, башкиры, обладавшие совершенно уникальной своей собственной культурой, они должны в культурном и языковом отношении полностью подражать Казани как такой виртуальной интеллектуальной столице. Таким образом, лидеры казанских мусульман, критиковавшие правительство за политику русификации, сами выступали в роли ассимиляторов по отношению к другим тюрко-мусульманским народам России. Историк и журналист Салях Атнагулов на странице своей книги «Башкирия», изданной в 1925 году, писал: «Но здесь необходимо подчеркнуть одно явление – это татаризация разных мелких тюрко-татарских племен, как-то мещеряков, типтяр, башкир и других, благодаря все захватывавшему реформаторскому движению. До того периода литература была на общем, так называемом тюркском языке, который в своем составе имел отчасти и киргизское, и узбекское, башкирское и татарское наречие. Но поскольку джадидское, реформатское течение побеждало все другие существовавшие течения, постольку и татарский язык получает право гражданства между всеми указанными племенами. Это явление можно определить как культурную колонизацию татарского торгового капитала». Салях Салахиддин Атнагулов, уроженец села Суккулово, нынешнего Еремикеевского района Республики Башкортостан. Происходил из башкир-вотчинников Кыр-Еланской волости, член партии левых эсеров, участник башкирского национального движения, автор первого научного труда о башкирской АССР. В 20-х годах был редактором газеты «Красная Татария», главным редактором Татгосиздательства, одним из руководителей Наркомата просвещения Татарской АССР. Расстрелян в 1937 году. У татар изначально само нациестроительство, оно во многом накладывалось на незавершенность этногенеза. То есть народ и нация строились во многом очень близко, понимаете. Колыбелью татарской нации во многом являлся именно муфтият, вот о котором я упоминал. Оренбургское, его еще назвали Уфимское Магометанское духовное собрание. Потому что татарский национальный проект, который сначала поднялся именно вот через эту волну джадидизма, волну просвещения, он утверждал новые европейские ценности. Какие ценности? Если изначально это были просто, так сказать, абстрактные ценности просвещения, то далее, в соответствии с европейской логикой того времени, это были уже ценности светских европейских парадигм. Национализм, либерализм. Проектируемую татарскую общность предполагалось сформировать из казанских мусульман, мишарей, нагайцев, сибирских тюрков и, конечно же, башкир, от участия которых во многом зависела жизнеспособность проекта экстерриториальной культурно-национальной автономии тюрко-татар. Тюрколог Николай Дмитриев писал: «Татаризация башкир в культурном и экономическом отношении входила в программу татарских националистов. Башкирам внушалось, что никакой башкирской культуры и языка нет, что на нем говорит только отсталая часть населения, а писать уж никак нельзя». Николай Константинович Дмитриев, 1898-1954, советский лингвист-тюрколог, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, научный руководитель диссертационной работы Тагира Баишева.
в начале 19-20 века казанские типографии достаточно активно начинают печатать учебники, озаглавленные уже не как тюркская грамматика, не как там тюркский язык, а уже под названием татарская грамматика, татарский язык, татарская литература и так далее. И казанская, опять же, публицистика достаточно нетерпимо воспринимает в это время любые попытки заявлять о собственной ценности культур народов Средней Азии, Урала и так далее. То есть с огромным непониманием, с огромным просто издевательством сталкиваются активисты, пытавшиеся писать на мишарском языке, а такие были. Средняя Азия изображается там в очень темных тонах. И башкиры, с одной стороны, объявляются частью вот этого вот единства, причем самих башкир никто об этом не спрашивал, а с другой стороны экзотизируются. Хотя тогдашняя культура, она была в целом восточной, но возникает такой ориентализм внутри ориентализма. В то время еще не существовало собственных башкирских издательств, поэтому башкирским авторам приходилось ехать в Казань или Оренбург, где их произведения пропускались через фильтр татарских цензоров. Башкирский просветитель Арифуллах Кииков, сын известного суфийского поэта Мухаммада Али Чукури, писал, что многие его творения не увидели свет из-за насмешек и издевательств казанских издателей, которым не нравилось, что его произведения написаны на чисто башкирском языке – тач-башкурча. Писатель и историк Мухаммед Салим Умедбаев, повинуясь этому диктату, был вынужден свое сочинение «Ядкар», изначально написанное на башкирском языке, перевести на казанский диалект. Поволжские мусульмане, как самая модернистская часть тюркского мира Российской империи, первыми поняли силу идей прогресса, средств массовой информации и школьного образования по единому стандарту. Одним из главных для них завоеваний Первой русской революции 1905-1907 годов стало возникновение собственной прессы, посредством которой начинается пропаганда идей тюрко-татарского миллета и нового интегрирующего названия «татары». Собственно, башкирская национальная пресса, как и башкирское национальное движение, окончательно сформируется лишь в ходе революционных событий 1917 года. До этого времени башкирская интеллигенция шла в русле общемусульманского движения. Период безраздельного господства казанской прессы с 1906 по 1917 год был успешным для распространения идей татаризма и развития отпочковавшегося от языка тюрки нового литературного языка казанских татар. Кстати, русское слово «татаризм» в форме «татарлык» впервые появляется именно на страницах прессы тех лет. Изначально в татарском проекте участвует большой, относительно, конечно, но по меркам Урала-Поволжья очень большой слой интеллигенции. Это во многом интеллигентский проект изначально. В принципе, с точки зрения конструктивизма, так и зарождаются все национальные проекты. То есть проявляются сначала некоторые будители, они выдвигают определенные идеи, потом она идет в массы. Но дело в том, что это очень умозрительная схема. На самом деле история нам показывает, что это срабатывает только в том случае, если есть запрос со стороны массы сам по себе. И невозможно просто взять, придумать какую-то нацию и ее внедрить. Тут должно сойтись очень много самых различных факторов, в том числе соответствие или несоответствие традициям определенного народа. Сам термин «татары» был предложен в конце XIX века казанским историком и богословом Шихабуддином Марджани. Но по-настоящему внедрять его в массовое сознание начал Каюм Насыри и его последователи. Каюм Насыри, 1825-1902, казанский просветитель и основоположник татарского литературного языка, автор первого русско-татарского толкового словаря, трудов по фонетике и грамматике. Этого самого Каюма Насыри башкирский солдат Тагир Баишев, призванный в 1909 году на военную службу, считал своим учителем. Основные правила русской грамматики вначале я изучил по сравнительной грамматике русского и арабского языков, написанной в то время татарским ученым Каюмом Насыри, писал в автобиографии Баишев.
Благодаря освоенному русскому языку Баишев познает огромный и доселе неизведанный мир художественной и научной литературы русской и зарубежной. Через много десятилетий в 1965 году Тагир Баишев напишет очерк «Мои учителя Каюм Насыри и Габдулла Тукай», в котором будут следующие слова. До знакомства с их творчеством он был жертвой религии, фанатизма и старых традиций и был грубее самого неотесанного мужика. Стихи Тукая пробудили в нем дух бунтарства и воспитали критический взгляд на традиционную жизнь русских мусульман, а учебники Каюма Насыри стали ключом в мир русского языка и лингвистики. Годы армейской службы Баишев назвал в духе Максима Горького своими университетами. Здесь он не только выучил русский язык, но и увидел множество стран, жизнь различных народов. Начало Первой мировой войны он застал в Монголии, где его часть находилась в экспедиции. Затем был Западный фронт, окружение, плен. В феврале 1915 года, контуженный и раненый, я был взят в плен немцами, но представился удачный случай, и я убежал из плена и вернулся на родину летом того же года. В начале 1916 года меня направляют на Кавказский фронт, на территорию Ирана. На этом фронте я и встретил февральскую и октябрьскую революции. В марте 1918 года я возвратился в родную деревню. Когда он вернулся после империалистической войны, в 1918 году он работал 2 года в своей деревне Старохалилова. Потом с 1920 по 25 год работал в деревне Дван-Мишлино, моей деревне. Он работал учителем в школе и одновременно был фельдшером, он же фельдшер, заведующим фельдшерским пунктом. Но он, такой человек, оставил хорошую память у наших земляков. Когда Баишев вернулся с фронта, башкирское национальное движение, сражавшееся за автономию в составе Демократической Федеративной России и за культурную самобытность башкирского народа, было в полном разгаре. Однако Баишев не принял в нем участия. Выступая на закрытом заседании башкирского обкома КПСС 24 мая 1957 года, он говорил: «Я Октябрьскую революцию встретил 30-летним, то есть уже оформившимся. До революции я считал себя татарином. Самосознание было такое, что башкир не было. Писал раньше я все время на татарском языке, то есть татарская культура, передовой татарский народ и так далее». Баишев прекрасно знал о своем происхождении, о чем говорят переписанные его рукой родословные. Однако он в то время полагал, что его этнические корни преодолены ментальным приобщением к воображаемому сообществу тюрко-татарского миллета как более высокой, по мнению его идеологов, стадии развития прежних традиционных идентичностей. Возникающий татарский национализм сразу же несет в себе еще и признаки миф о собственном культуртрегерстве, то есть там среди прочих миссий возникающей, нарождающейся общности видится распространение прогресса среди башкир, среди сибирских тюрок, среди казахов, среди народов Средней Азии, и, соответственно, вместе с этим возрастает отчуждение и нетерпимость по отношению к любым альтернативным мнениям, к любым альтернативным взглядам. И для представителей вот этого интеллектуального круга оказалось полной неожиданностью, когда идея общемусульманского такого так называемого тюрк-татарского единства в 1917 году на Всероссийском мусульманском съезде не получает всеобщей поддержки и буквально в прямом смысле рассыпается, потому что многие народы вместо вот этого виртуального единства с центром в Казани там, или в Москве начинают требовать себе так называемой земельной или территориальной автономии и заявляют, что желают развиваться сами по себе на своей собственной земле. Недовольство башкир культуртрегерскими комплексами татарской интеллигенции вылилось наружу с началом революции 1917 года. Башкирская интеллигенция не только не согласилась с ролью статистов в планах татарских националистов, но сама встала в авангарде движения за самоопределение тюркских народов России
чем спасла свой народ от ассимиляции и положила начало процессу федерализации страны. Татарская интеллигенция была самой многочисленной из всех интеллигенций тюркских народов. И она пыталась, во-первых, она успешно доминировала в Урало-Поволжье, кроме Башкирии. А в Башкирии она тоже пыталась доминировать, но это, естественно, уже встречало сначала недоумение, а потом отпор со стороны нарождающейся башкирской интеллигенции. Татарская интеллигенция, вот так привыкшая к такому своему определенному статусно-ролевому превосходству над остальными, в Башкирии она натолкнулась на ситуацию обратную, поскольку башкирские элиты сами привыкли к тому, что это они обладают статусно-ролевым превосходством над всеми остальными. В 1920 году Ленин вопрошал у лидеров декретируемой татарской автономии, которые просили у главы советского государства отдать им территорию Уфимской губернии. Ну а кто же так недавно выгонял с побоями из башкирских деревень татарских учителей и даже мул, как колонизаторский элемент? Башкирская интеллигенция или сами крестьяне? Конечно, делали это крестьяне, но это было результатом агитации башкирской интеллигенции, ответили они. Тогда Ленин задал последний вопрос. А кто формировал полки и бригады из башкирских крестьян и сумел их повести в бой против кого угодно? Тоже башкирская интеллигенция, тихо промолвили упавшим голосом татарские руководители. Они сумели перевести чаяние своего народа на язык современности. Им было тяжелее, чем татарской интеллигенции, поскольку они не изобретали чистого листа, им нужно было вот именно перевести то, что уже есть. И поэтому башкиры сумели сплотиться под другим вектором. Вместо вотчинного права, которое уходило, это была автономия, национальная автономия, почему национальная территориальная автономия. То есть как бы несколько трансформированное то же самое вотчинное право уже в глазах народа. Именно поэтому Башкирия стала первой республикой. Вот. И уже по ее образцу были созданы другие республики, в том числе Советская Татария. Один из основателей татарской АССР, Мирсаид Султангалиев, который присутствовал на описанной встрече с Лениным, писал: «Избиение татарских мул и учителей в башкирских деревнях одно время приняло хронический характер. Понятно, что речь шла не об учителях татарской национальности вообще, а конкретно о проповедниках татарского национализма, которые могли относиться к какой угодно народности». Идея экстерриториального тюрко-татарского милета, так же как проект Идель-Урал и советизированный вариант последнего в виде Татаро-Башкирской республики, потерпели полный крах, за что башкирское национальное движение подверглось ожесточенным нападкам со стороны так называемых татаристов. К слову сказать, способ действий последних тогда и сегодня вызывал и вызывает недоумение. С одной стороны, они призывали к единству, а с другой стороны, на страницах своей прессы осыпали башкирскую сторону издевательствами и глумливыми пассажами. Ну, прямо как сегодня в эфире ТНВ и на страницах казанских интернет-изданий. Странная, а главное, бессмысленная тактика. Из заявления Тагира Баишева в ЦК КПСС, 1958 год. Когда русские писатели на весь мир били в набат о хищническом ограблении башкир и об их спасении, татарский писатель Бари Баттал язвительно сравнивал башкир с вредителями яблонь. Говорил, что подобно тому, как моль сосет качественный сок яблока и портит его, точно так же башкиры только вредят и портят природу и человеческое общество. Габделбари Баттал, 1880-1969, историк, писатель и общественный деятель, уроженец села Новобелогорка Сорочинского района Оренбургской области. В 1917-18 годах член Национального собрания тюрко-татар. С 1920 года проживал в Финляндии и Турции. Поэт Шейхзада Бабич на страницах башкирской национальной прессы дал отповедь этим башкирофобствующим деятелям. Спасибо вам. Каждая ваша грязная статейка придает нам свежести, силы. Каждое ваше действие делает башкира башкиром, укрепляет его, сплачивает. И теперь уясните для себя,
Устраивать с вами перебранки считаем низостью для его величества башкирского сердца. Полное переосмысление прежних воззрений происходит и в сознании Баишева. В яростном, обличительном пафосе его последующих писем и обращений в партийные органы угадывается психологическая травма прошлых лет. Выступая на закрытом заседании башкирского обкома КПСС 24 мая 1957 года, он восклицал: «Я люблю татарский язык, но не издеваюсь над национальными чувствами татар. Почему же башкиры должны все это терпеть?» После образования Башкирской, а позднее Татарской АССР начался процесс выработки стандартов новых литературных языков, формировавшихся вместо прежней письменной традиции на языке тюрки. В 1921 году башкирский язык был объявлен государственным. Правда, никто еще не понимал, что это такое – старый дореволюционный тюрки или нечто похожее на поэтические экзерсисы Шейхзады Бабича, который еще в 1916 году пытался писать стихи на наречии башкир Оренбургской губернии. В конечном счете, дабы подчеркнуть свою индивидуальность и дистанцироваться от соседей, башкирские деятели приняли решение конструировать литературный язык на основе говоров, максимально далеких от татарского языка, то есть по образу и подобию разговорной речи юго-восточных и восточных башкир.